Да, у нас среда, это значит рубрика традиционной, нами любимого специалиста Гульнара Цыпалова, который к нам приводит самых разношерстных гостей. Ну вот вы уже и увидели. Здесь у нас Доброе утро. да, Доброе самый утро. настоящий Здравствуйте. орел и его хозяйка на этот момент, да? Клара у нас волонтер, организатор единственного в Республике Башкортостан центра помощи диким хищным птицам. Как так случилось? Как вы так связали свою жизнь? Вообще получилось абсолютно случайно. Я никогда не была фанатом птиц и как-то относилась к ним, может, даже как-то, ну, снисходительно, Нейтрально, да? пренебрежительно, да. Ну, есть и есть. И как-то в определенный момент в ветклинике в очереди я познакомилась с людьми, которые нашли раненую сову. Мы разговорились, они узнали, что я волонтер, ну, я помогаю собакам еще также, бездомным. Ну и на радостях, что раз ты волонтер, вот тебе сова, развлекайся. Ну вот как-то с тех пор и пошло. Ничего Это вот себе. уже было около 5 лет назад. Ну, это орел. Это орел, да. Как Самый он настоящий орел. грациозно Самый на настоящий нас орел. смотрит. Какой возраст у орла? Предполагается, что это прошлогодок, то есть это молодой орел. Они растут практически до 5 лет, меняют оперение, половой зрелости достигают к 6-7 годам. То есть это, можно сказать, такой птенец-подросток. Обалдеть. Но это орлица, по-моему, да? Вот как вы Ну, да, сказали. Скорее всего, это девочка. московские специалисты определили, что, скорее всего, это девочка. Очень сложно у них пол Определить, да? определить, да. То есть, ну, не всегда внешние половые признаки какие-то присутствуют. Гульнар, ну был случай, когда орлов заводили как домашних питомцев? Ой, орлов в неволе разводить очень сложно, тем более, которые попались вот уже выросшие на свободе, да, их ну, практически невозможно приручить, если только вылупившись из яйца, и то их очень сложно. Они Обалдеть. должны жить на свободе. Орел Я вот гордая птица, Полностью да. согласна с вами, конечно. Клара, рассказывайте тогда, как к вам попал этот экземпляр, каким образом оказался в вашем владении? Судьба. Да, судьба, можно и так сказать. Вообще передали ваши коллеги с телеканала БСТ. Уж откуда они про меня узнали, я не знаю точно. А к ним обратились жители Микинского района, которые нашли вот эту птицу. Какое-то время они держали ее у себя в курятнике. Вот. Ну, поняли, что что-то не то, и решили выйти на специалистов. Связались, вот, получается, с телеканалом, а они уже со мной, соответственно. Вот так оказалось, ну, в общем-то, обычно так и происходит. То есть, ну, люди откуда-то узнают про меня, про нашу группу, про наш, так сказать, мини-центр, и привозят, связываются, или там я иногда забираю. И сейчас она у вас на восстановлении. Да, сейчас на лечении, вот мы сдали анализы на прошлой неделе, ждем уже окончательно, чтобы диагноз был ясен. Но пока, значит, выявили, у нее идет грибковая инфекция в легких, потом у нее нарушение метаболизма, Обалдеть. расстройство Ну вот нарушение кишечника. метаболизма, да, вот сразу на оперении отражается, да, видите, Да. такая Ну, то немного общипанная Да, получается. это яркий пример того, как не должен выглядеть орел. Ничего То есть себе. она сейчас находится в процессе линьки, старые перья выпадают, а новые пока почему-то не растут. Но, Ну, а чем кормите свою орлицу? ну, так как это хищная птица, то питание соответствующее, ну, Мыши, специфическое. наверное, да? Да, Правильно, мыши, Юля. мышки, крысы, цыплята Как она суточные, смотрит на меня. перепела. Нет, я невкусная. Нет, да. Вообще основной рацион питания у орлов это суслики. Да, и Да. если вот пропадают, то и орлы, естественно, с этого места они мигрируют, перемещаются. Гульнар, вот вы сказали о том, что орлы сейчас как исчезающий вид, да? Да, к Насколько сожалению, мы поняли. исчезающий вид, да. Что будет в будущем с этой орлицей? Вы ее отпустите куда-то в волю, да? Да, да, и я очень на это надеюсь, что она поправится, перелиняет. Процесс, конечно, не быстрый. Вот, но мы договорились с волонтерами с Краснодара, то есть, когда она пройдет основной курс лечения здесь, она поедет туда, у них большой вольер, хорошие погодные условия, то есть она сможет там спокойно перелинять. И там И- спокойненько восстановиться. Да, и там ее уже отпустят, недалеко от них есть заповедник, как раз там ландшафт, и условия позволяют им хорошо жить.
ее там выпустят, и я очень надеюсь, что все хорошо будет, что жизнь у нее удачно сложится. Давайте мы всем расскажем, что это за штука у вас в руках и почему он так на нее реагирует. Это не пыль, друзья, нет. это Да, не- нет, ну не пыль понятно, Орел. да, что это щеточка для смахивания пыли, но сейчас, так как птица дикая, она, ну, невоспитанная, не дрессированная, Мама, мне кажется, она тут с минуты на минуту возьмет и взлет. Нет, В мою сторону при том. я не могу спрогнозировать, как она поведет себя в студии, потому что незнакомая обстановка, ну вообще люди, то есть она не привыкла в природе с людьми общаться, тем более в студии. Вот, поэтому, ну, это как отвлекающий маневр, чтобы она не прыгнула кому-то на ручки неожиданно так. Ой, Вот. я бы ее, конечно, пообнимала. А хочешь попробовать? Нет, там такие когтюшки я не советую, честно. Вот я не знаю, видно или не видно, когти действительно, мне кажется, сантиметра 3 каждый. Да, они еще очень острые, такие, как сабли. То есть руку насквозь она прошьет при желании. Обалдеть. Да. А вот правда, что не нужно смотреть диким животным в глаза? Я вот стараюсь как-то не смотреть. А я как он смотрю, смотрит на а я меня. прям в глаза Да? смотрю, прям в глаз. Мне кажется, Вы как нападет. мужчина показываете свою доминанту. А она смотрит на меня, и я говорю, мне кажется, вот сейчас прям она, вот, Да, сразу на тебя и он- нападет. вот у нее во взгляде, знаешь, как написано, типа, слышь, Мышь. да, слышь, ты что смотришь? Вот, смотри. Ну нет, Как так она в Миякинском районе оказалась? Не понимаю. Я всегда думала, что они где-то вот в Высоко стране в Кавказа, горах, да, да. где-то там обитают. нет, ну они живут и в средней полосе России, а туда они улетают в более южные края, там в Южную Азию, на зимовку. Да. И, видимо, по пути Да. как-то так получилось. Они да? являются перелетными Да, птицами, перелетными, да. либо частично перелетными. Да, Если да. где-то они в более южных широтах живут, они могут там оставаться на зиму. А если уже холода, вот ну, в такой в средней полосе, как у нас, например, они на зиму улетают. Да. Но я все же спрошу, есть ли возможность как-то приручить орла? Ну, в плане хотя бы, что он узнавал тебя там. Ты приходишь... Мне на- кажется, есть, потому что Как? вот я говорю, я когда была на Кавказе, да, я фотографировалась с таким орлом, и он был, ну, как сказать, привязан, Ручной? да, ручной. То есть он спокойно сидел у меня на руке, помню, такой тяжелый был, я вот прямо аж Это вот так точно орел был. вот, да. Сидел, семечки грыз. Ну, они тяжелые, да. Вот я тоже не могу на руке держать. Очень То есть я сложно, второй да. рукой тогда придерживаю, если вот на руку приходится. А мне сажать. вспоминаются кадры из фильма, где всегда, ну, по-моему, это с орлами делают. Может быть, я ошибаюсь, если да, поправьте меня. Всегда такая перчатка длинная. Соколы. Это Ну, сокол, это- сокол. Это Да. охотничьи Нет, а еще с орлами, соколы, по-моему, да. тоже такая Ну, это была да, история. специальная перчатка, специальная амуниция, Длинная такая да. Она амуниция. Ой, Из- ой, ой, Нет, не нет. тряси рукой. Из очень толстой кожи, то есть они не пробивают ее. А сколько весит орел? Ну, в среднем так. Так, ну вот эта девочка 15 наша. килограмм. Нет, наша девочка весит 3600. Не так много, да? Ну, А с виду Но все она 15. еще- нет, но более крупные особи там до 4,5 могут. Обалдеть. Да, размах крыльев около 2 метров. 2 метра размах крыльев. Да. Представляешь? Это потрясающе. Скорость В 150 полете, километров. представляете, Ой, как я это не могу, красиво я боюсь. выглядит. Не бойтесь. Прям на тебя смотрит Юля. Да. Зачем ты закрылась? Он проявляет интерес. Да? Нет, Да? Ты закрылась, он все не сводит. Отвернулся. Не сводит Отвернулась. глаз. Слушайте, ну вот сразу видно, что хищная птица, да, ой, она опять смотрит у меня. Очень страшно на самом деле. Я надеюсь, что у нее будет действительно хорошая судьба. Мы тебе А вот- желаем выздороветь поскорее и улететь в теплые края. А вот обратите внимание на клюв птицы. Если есть возможность как-то приблизить, посмотрите, у нее даже в другую сторону улыбка сделана, как будто бы она сразу такая, я злой. Ну, нет. Я злой птица. Они уж не такие агрессивные, сами на людей не нападают. Не знаю. не В принципе, знаю. с ними можно найти общий язык. С ним можно поиграть как-то вот? Они играют, да, Да, поиграй, пожалуйста. Поиграть с моим пальцем, да? запросто. С мячиками играют, с какими-то бумажками. Вот нравится бумажки рвать. Ничего себе. Но зато теперь, если мы будем играть в крокодила, например, и нам скажут, изобрази орла, чтобы остальные все И узнали. что бы ты сделал? Как ты сделаешь, Юля? Я не знаю, я Ну, даже не предполагаю. примерно изобрази орла. Ну, буду вот так, наверное, Ну, это делать. не орел. Суровый взгляд. Орел, давай, орла. Тоже не орел, ну орла. Дай орла. Так? Ну как Ну, изобразить? я бы как-нибудь вот так изобразил. la la